Добрый день, в эфире «Чегемская правда», и сегодня у нас разговор будет о, наверное, самом существенном, которое сейчас у нас в обществе больше всего, наверное, волнует, это, наверное, пандемия. Очень много смертей, очень большое количество больных. Дети пошли в школу, несмотря на вот те проблемы, которые существуют. И сегодня мы будем говорить об этой проблеме, и не только, с депутатом парламента, действующим врачом Алхасом Джинджолия и нашим теперь уже постоянным экспертом Астамуром Таня. Алхас, добрый день. Вот сейчас очень много разговоров про то, что дети вот идут в школу. Я вот смотрел эту статистику прошлогоднюю, вот когда та ситуация, когда вот 1 сентября было 300 человек больных, всего чуть больше 300. Потом 8 сентября у нас уже было там 700 с чем-то, там 15 там за 1000, и уже к концу месяца у нас было 1500 человек. Вот эта динамика у нас, она как-то изучается, вот прежде чем принять вот такие решения. Я помню, что и в сентябре тогда уже были учителя, которые умерли, в общем-то, там и школы потом закрывались многие там и так далее. Вот как принимаются такого рода решения, тем более ты входишь в этот координационный штаб по борьбе с коронавирусом, и как все это происходит? Ну, происходит, естественно, изучая обстановку, предшествующую открытию, в данном случае, школ. Это значит ослабление режима общего косвенно. Значит, изучает обстановку, уровень заболеваемости, смертности, эпидситуацию, так называемую. На основании этого принимаются такие серьезные достаточно для страны решения. Потому что это, если убрать сейчас чувственную сторону, дети в школу и так далее, это перемещение большого количества людей, пусть не на большие, но расстояния, новая их сгруппированность в других условиях. И можно прогнозировать дальше, что будет происходить, зная уровень заболеваемости и к чему это, как это дальше будет происходить. Естественно, изучают. В принципе, изучать там принципиально нового ничего нет. Эти эпид-процессы, это вот в такой интерпретации давно изученные вещи, то есть предсказуемые даже в какой-то степени. Ну вот в абхазских условиях вот принимается это решение. Тенденция, то, что идет на убыль, там количество больных, там смертность, в общем-то, никаких нет. Ну, нет, тенденция сейчас, вот эти дни, вот последнюю неделю, 2 недели, тенденция на снижение заболеваемости есть, потому что количество госпитализированных, в частности, в том же Гудаутском госпитале, сейчас уменьшилось заметно. Да, оторванных друг от друга, при этом событий нет. Естественно, в Айтаре открылся военный госпиталь, это уже сразу практически там 50-60 коек занято. Ну, в Сухумской инфекционной появились хотя бы свободные койки, то есть все-таки спад есть, несмотря на присутствие военных, ну, россияне имеют. Спад есть, но чем он обусловлен, пошли дальше взаимосвязанные вещи, если отслеживать, то сейчас отток туристов же происходит, люди едут к школе, естественно, не только мы изготовимся. Массовый отъезд тоже имеет, видимо, значение, проводимое и проведенное перед этим 2 кампании, будем их называть, вакцинационные, видимо, тоже дают свои плоды. Плюс еще многие ездили за пределы Абхазии вакцинироваться, в частности в Сочи, где это делалось уже давно. В принципе, кто имел российские документы, мог прийти и провакцинироваться. И их прослойка тоже уже достаточно значительна. Видимо, все эти факторы вместе дали снижение. Теперь мы чуть успокоились, пошли в школу. Неделя-2, скорее всего, какой-то умеренный рост опять будет. Скорее всего. В первую очередь среди учителей, естественно. Потом уже по домам учеников. Потом начнутся споры, что дети переносчики или не переносчики. Эти споры ни о чем. Да, дети переносчики, такие же, как и любой взрослый человек. К сожалению, огромному сейчас и дети стали восприимчивы к болезни. Уже не просто переносчики, а теперь еще и болеют. Чтобы не быть голословным, в нашем отделении лежал ребенок и 9 лет, и 2 лет. Ну, семья вместе с ребенком, все положительные, температурящие. Это вот просто вот из свежих примеров. То есть ожидаемые такие процессы будут происходить, конечно.
Я вот к Астамуру перейду. Астамур, ну вот понятно, что мы вот всякие ограничительные меры там за последние полгода достаточно много, то как-то ужесточали режим, то его ослабляли, то потом опять ужесточали, но в реальности мало что ощущалось. Наверное, единственное, кто так пострадал, это русский театр, который закрылся, да, и вот было видно, что на нем работает этот режим санкций. Вообще, при том, что у нас там, допустим, месяц назад по 200 человек больных было, и мы, наверное, все как-то даже и не хотели реально там как бы жестко бороться, вводить жесткие ограничительные меры. Вот ты долго был в политике, и еще изнутри там был там, в госуправлении. Да? Вот, часто ли это принимаются такие политические решения, там, которые там, не исходят из там, каких-то, из какой-то логики поведения, а просто вот, как бы, есть такая необходимость как бы, делать другое совершенно? Нет, во-первых, когда я работал в государственных органах, такой проблемы не существовало. Нет, здесь надо к этому вопросу подходить не как к политическому. Здесь это не вопрос имиджевый. Если нужно пойти на какие-то имиджевые потери для того, чтобы сохранить здоровье населения, это обязанность власти. Вот. Сейчас из того, что мы наблюдаем, знаете, как про строгость законов в России. Строгость законов в России компенсируется необязательностью их исполнения. Какие хочешь, можешь принимать ты меры, жесткие. Вот. Но если отсутствует полностью контроль, как в нашем случае, они совершенно носят декларативный, формальный характер. Причем и сами представители власти демонстрируют полное игнорирование этими мерами. Когда мы их видим на массовых мероприятиях, они практически никто не соблюдает масочный режим. Вот. Это тоже имеет значение, потому что для населения в любой стране это вообще аксиома. Представители власти являются примером. Вот как они себя ведут в этой области, так и население, такое же расхоложенное отношение населения. Вот. Что касается нашей статистики, конечно, она, я просмотрел тоже статистику, руководствуясь совершенно открытыми нашими источниками, все опубликовано в СНПресс. У нас идет в течение 3 месяцев бурный рост. Вот, например, если в среднем в июне у нас умирало где-то 0,5 человек, это получается в месяц 15 человек. В июле это было уже за месяц умерло почти 60 человек. И в этом месяце умерло почти 70 человек. Вот в августе умерло почти 70 человек. Это и посмотреть вот из обследуемых, вот количество тестированных, какой процент из этих людей положительный. Количество тестов разное, проводится, но в среднем где-то в районе 400. Мы видим, что в этом месяце от 30 до 37, вот в таких цифрах колеблется количество тех, кто инфицирован. То есть признаков спада пока явных не видно. И мы знаем, нам вот говорили с июля, говорят, что медицинская система наша, она работает вот в крайней степени в напряженном режиме. Нехватка кадров, нехватка лекарств, вот, все время какие-то экстренные случаи. Вот. То есть, мне кажется, что вот это полное отсутствие мер, плюс сюда и школы. А вот что по школам нам сказали? Сейчас в школах будет режим более легкий, чем в прошлом году. То есть, если в прошлом учебном году дети учились, были разделены на смены, то есть старшие классы в один период, младшие в другой период, сейчас это все отменили. Сказали, что это позволит снизить нагрузку на учителей. Вот. И сказали, что их надо вакцинировать. Ну, слушай, хорошо, допустим, принято решение вакцинировать учителей. Но после того, как ты их, во-первых, их никто не вакцинирует целенаправленно. Во-вторых, после того, как вакцинировали, насколько мне известно, нужно дать какой-то период, чтобы человек адаптировался к этой вакцине. Потому что он становится на какой-то период более уязвим. То есть из того, что
озвучивают уполномоченные органы, но не просматривается никакой логики, раз. И два, не видно никаких мер по контролю. Вот подходишь к любому магазину, написано «Вход без масок запрещен». А такое впечатление, что там написано «Вход в масках запрещен», потому что там все без масок. И продавцы, и кто заходит, никто не штрафует. Ну так не работает государство. У нас не будет никакого спада. Потом вот этого количества провакцинированных, мы не знаем, когда привезут вакцину, следующую партию. Плюс вот эти взять две партии, 6 500 и 5 тысяч, получается 11,5 тысяч. Это менее 5% населения Абхазии. Это ни о чем вообще. Иногда неожиданные встречи в длинных очередях могут быть очень увлекательными, но намного проще пополнять мобильных операторов через мобильное приложение Онлайн-24 Амробанк. На шаг впереди. Алхаз, о статистике хотел бы поговорить. Вот Астамур затронул количество смертей от ковида и от его последствий. Но эти смерти, а речь идет сейчас, вот последняя, кажется, 380 у нас уже общее количество. Это те случаи, которые зафиксированы именно в стационарах, в больницах. А другая статистика как-то ведется? Ну, она ведется как традиционно в ослабленном режиме. То есть человек может, больной человек, к сожалению, может скончаться дома. Родственники вызовут там скорую, в лучшем случае, если это не в деревне где-то происходило, а в городе, зафиксируют в журнале факт смерти. За справкой о смерти могут прийти через месяц или через полгода. Сам факт смерти остается только на бумаге, где-то в скорой помощи может остаться. Не факт, что это перейдет в следующую статистическую процедуру. То есть государство знает о факте смерти, только выдавая свидетельство о смерти, либо свидетельство от судебно-медицинского бюро. Ну, если этого не происходит, вскрытие не делают, факт смерти на дому может быть остаться вообще незамеченным. Это одна сторона. Вторая сторона: скончался дома человек, выписался, допустим, пару месяцев назад с госпиталя, допустим. Типичная картина. Он еще находится в таком охранном режиме, когда риск тромбообразования и гибели от тромбозов высоченный. Ну и случилась эта трагедия, он скончался. Ну, напишут, он уже по ковиду здоров, выписан 2 месяца, все благополучно могут об этом забыть. Там острая коронарная недостаточность, что-то в этом роде, и он не попадает в статистику ковидных больных, смертей. А вот человек, допустим, из Гудаутского госпиталя, тяжелого человека, очень много случаев, когда вывозят в Грузию, вывозят, в Россию вывозят. Потом как-то это прослеживается, судьба этого больного. Прослеживается отъезд, приехал ли он живым, да. Не всегда, конечно. Тоже не прослеживает. То есть мы в эту статистику, опять же, как-то у нас такая большая дыра. Я заметил, что сейчас где-то, с учетом тех, которые официально умерли, у нас плавающая цифра, количество заболевших и количество выздоровевших. Там порядка 4,5 тысячи у нас. Вот эта цифра, это означает, что у нас вот эти 4,5 тысячи до сих пор болеют, или это просто как-то несостыковки? Даже не скажешь однозначно, даже не ответишь на этот вопрос однозначно. Статистика подразумевает, ты же понимаешь, что жесткий, четкий контроль, инструменты контроля статистического у тебя должны быть на руках. То есть ключевой в данном случае документ за свидетельство о смерти, так, справка о смерти упрощенно, что называют. Вот первый, допустим, статистический документ, который идет дальше по учреждениям. Если мы к нему относимся так, что мы через год, полгода берем эту справку о факте смерти в срок для государства, этот гражданин несчастный скончался, зачем дальше говорить?
Хорошо. Ведется более-менее четкая статистика, слава богу. Это только по учреждениям медицинским, по стационарам. Потому что это часть их работы, они обязаны, там есть статистика в каждом учреждении. Хоть там, слава богу, это все налажено. Хорошо. Но есть статистика, которая, естественно, все понимают, что она не точная. Достаточно, да, условно, но, допустим, есть понимание там в медицинских кругах, как бы примерные масштабы этой проблемы. Допустим, количество смертей. Если у нас там 380 где-то, реально какая? Я думаю, раза в 1,5 точно будет. Раза в 1,5, это Да. где-то уже там 600, да? Говорить о удвоении, это ну, раза в 1,5, думаю, точно. А количество вот тех, которые переболели? Ну, опять-таки, как я могу тебе ответить, не зная только цифры выписанных со стационара, не имея внятных данных, что происходит в поле, грубо говоря. Не все же обращаются за амбулаторной помощью в поликлинике. Кто-то вообще считает, что вируса до сих пор нет, это Билл Гейтс их травит, они вообще никуда не ходят. Их как посчитать? Это перепись населения тогда надо провести, выяснить, вы болели, не болели, что происходило. Астамур говорил о вакцине, на этом остановились. Вот что с вакцинацией? Последняя сводка была, вакцинировано 1870 человек. Ну, значит, Это пару дней назад. Это еще где-то 3000, значит, вакцина. Ну, если округлить, там, допустим, 2000-3000 доз. Да. 3000. А вот когда эти закончатся дозы, это, наверное, в течение 2 недель обязательно они закончатся. У нас опять будет некий перерыв с вакцинацией? Не могу ответить на ваш вопрос, потому что после первой вакцинационной кампании тоже перерыва никто не ожидал, думали, все это будет продолжаться. Вакцины, вот правильно вспомнил, вакцины, сколько нам доз надо? 5000 доз, 5-6 тысяч доз, это ни о чем. А надо 100 тысяч доз, потому что подходит время ревакцинации. Потом надо иметь всегда помарку на форс-мажоры. В наших условиях это актуально. Холодильники, свет выключили, дверь не прикрыла. Что-то может всегда случиться. Запас нужно иметь кондиционный, как говорится. Астамур, мы в прошлый раз говорили, что общественность тогда, и я, и ты, и там многие другие написали письмо руководству страны с тем, чтобы как бы наши власти обратились к международным организациям за помощью в борьбе с пандемией, в том числе с вакцинацией. Да? У нас в тот период вакцина тоже практически отсутствовала. И тогда премьер-министр сказал, что мы даже обращаться не будем. Спутник 5, спутник и баста. Почему мы, вот как ты думаешь, почему мы боимся, допустим, обращаться? С чем это связано? У меня вообще многим вещам нет логического какого-либо объяснения. Не только это связано с пандемией. Вот. Я в прошлый раз говорил, что отсутствует вообще реагирование. Не то, что наше заявление, но то, что парламент принял постановление. Тоже никакой практически реакции не было. 2 недели вообще молчали. А какие дебаты были? Другой вопрос, вот встретилась с президентом оппозиции, из другой области вопрос. Но реакция одинаковая. Встретилась оппозиция с президентом. Никакой официальной информации. Есть информация, которую дали СМИ представители оппозиции, представители. А что, о чем реакция президента, как он это оценивает, с чем согласен, с чем не согласен, отсутствует. Вот у меня нету логического, из-за полного отсутствия какой-либо реакции, Анклав сказал, что они рассматривать не будут. Вот, да. Ну, это, мне кажется, это же недостаточное объяснение. Но полное отсутствие какой-либо информации о намерениях в этой области. Или пусть скажут, что другие вакцины, кроме спутника, они плохие, поэтому мы их не применяем. Или мы уже достигли, что мы привезем достаточное количество спутника. Вот. Ну, что-то надо сказать. Я не знаю, я, честно говоря, практически исключаю, что какая-то может быть негативная реакция со стороны российского руководства, если абхазское руководство обратится
к международным организациям. Что ООН вражеская организация, что ли? Россия входит в ООН, Россия в ВОЗ входит. Можно туда обратиться, если кто-то не поймет. Я не знаю, из моей практики контактов с руководителями России не было таких случаев, чтобы нельзя было какую-то разумную вещь объяснить и не получить понимание в ответ. Понимаете? Вот я такого не припомню. Там вполне адекватные, логически мыслящие люди. Вот если у тебя есть проблема, мы тебе не можем помочь, предоставить необходимое количество. Но решаем, вот мы не можем сейчас, потом сможем. Решаем, мы не будем, мы будем способствовать. Но я просто... Сейчас мы как на кофейной гуще гадаем. Повторяюсь, из-за того, что, понимаете, в современном мире политика и пиар – это практически одно и то же. Сейчас общество в гораздо большей степени, чем в XIII веке, вовлечено в решение политических вопросов. Понимаете? Это же информационная эпоха. Ничего. Я не знаю, это же можно просто искусственно ситуацию спасти, накалить ситуацию до каких-то существенных политических проблем. Я не понимаю смысла такого рода деятельности, честно. Алхас, ты наверняка в курсе. Вот мы говорим о вакцине, о том, что неплохо было бы при отсутствии необходимого количества этой вакцины обратиться к международным организациям и так далее. Но мы же все-таки получали от международных организаций, когда началась пандемия, очень многое чего. Что мы получали вообще, ты можешь сказать? Прежде чем ответить на вопрос сегодняшняя повестка по поводу вакцин, надо вспомнить, что происходило в прошлом году, когда, по-другому не назовешь, ажиотаж ковидный начался. Это действительно был ажиотаж, потому что глобально пошла эта информационная атака, все хадит, хапсит. Люди, естественно, бросились за помощью. Кто как мог, добывал препараты, снабжение к нам, обратились, предложили сами свою помощь. Накануне, еще даже назад, ВОЗ и так далее. ВОЗа был визит, они осматривали наши медучреждения на предмет готовности переквалифицирования в ковидные госпиталя. То есть спокойно, в режиме, те, кто должен был этим заниматься, занимались, подготовили, открыли. И пошла помощь по линии ВОЗ теперь. UNDP, ООНовская линия главная. Там грузы пришли до очень внушительных количеств. Мы почти год использовали эти запасы. Там дезинфектанты были, там средства защиты были, препараты были. Хочу напомнить, сейчас уже это все притупилось. В прошлом году добыть это просто. Просто халатики купить одноразовые практически было невозможно, даже при деньгах. То есть это был ажиотаж в прямом смысле слова. То, что стоило вчера копейки, превратилось в рубли, а то и в сотни рублей, где плевые товары, извините. Тогда как-то мы с благодарностью принимали руководство, принимало глав этих миссий, благодарило. Сегодня, продолжая ту же историю, мы вдруг осеклись. Я очень надеюсь, что главным аргументом было качество спутника, которое подтверждено, я не знаю, в большинстве стран мира, где он употреблялся. Признанный препарат, знаем эффект, уже прошло от начала вакцинации, уже без малого года, то есть уже можно о чем-то говорить. Надеюсь, что только из-за качества дали такой отказ. Снабжения. А по логике, извини, перебью, вообще не считаю это правильным отказываться от этой помощи. Вообще должно быть, я считаю, в пунктах вакцинации на выбор находиться и спутник, и Pfizer, китайские. Да на выбор пусть будет. Каждый человек пусть выберет, что хочет. В данном случае важно то, что усредним их уровень эффективности, пускай у китайской меньше, у спутника выше, нам нужно среднеарифметическое. И даже оно в данном случае не важно, а еще важнее то число населения, которое придет и вакцинируется, пусть даже самой слабой китайской, скажем, вакцины. Число населения провакцинированное. Но если мы будем идти как пунктирной линией 5000, месяц пропустить 5000, можно вообще не вести даже, можно и меры отменить ограничительные, ввиду их, очевидно, я не знаю, театральности, уже это каламбур даже скажу.
тогда и вакцинационную кампанию оставим, потеряем в течение года-двух еще 1% населения. Вакцинацию надо проводить массово и в короткий период, да, чтобы почувствовать эффект. Вот в Израиле провели же быстро. Да, они уже третий этап уже пошли у них. Это уместное слово, как нагло действуют. Они поняли, надо вакцинировать все население. Залезли во все контракты, отодрали со всего мира все, что им нужно. Быстренько провели кампанию. То, что рост сейчас описывается, это не рост заболеваемости. Это просто подошло время ревакцинации. Ну, все-таки прошло до полугода. Вот так действовать страна должна. Я так подозреваю. Любой ценой для своих граждан, в первую очередь, она должна прилагать все усилия, правильные и неправильные. Главное, внутри люди, чтобы были защищены. Если есть продукт, который за пределами производят, да хоть у черта на рогах, это уже выдрать и притащить и спасти свое население. Что тут думать вообще? Какие-то другие сценарии разве применимы? А если мы начинаем уже задумывать, это вот что скажет наша содружественная сторона, как они поймут, как не поймут, ну, извините, это даже не неправильно. Путина будут спрашивать, а о каких-то там... Вот в этом и трагедия, скорее всего, принимают решения, там тоже чиновники не третьего звена, скорее всего. В чем здесь нарушение наших дружеских отношений, если в Приднестровье, вот часто этот пример звучит, если там применяют другие вакцины, что-нибудь случилось? Pfizer есть, китайская есть, Ну, вопрос, а учитывая нашу силу, нашего здравоохранения, тогда лучше вообще весь упор не на лечение доблестное сделать, а на профилактику, как всегда это было, и в данном случае, да, вакцинация и меры. Ну, я как знаю, вот по моей информации, Международный фонд ООН предлагает напрямую, не через Грузию, напрямую там, поставить там, необходимое количество вакцин, но как бы наши как-то уперлись, мне кажется. Как-то уперлись, раз они говорят, что надо вот только спутник и так далее. Я не знаю, это там спутник премьер-министр говорит, в принципе, может быть у президента там другое мнение, но президента мы, в общем-то, и не слышим. Но вот все-таки у нас тем не менее, часть населения в реальности, она школится же Pfizer'ами там, и другими. Я не знаю. Гальский район. Гальский район, он у нас выключен из общей. Ну, мы же не можем это обсуждать. Да, из общей картины он выключен, потому что они не граждане Абхазии, там даже пункта, кажется, нет, и они вынуждены там пересекают и в Рухе там где-то вакцинируются. Почему мы не можем, если мы говорим, что это не граждане, ладно, согласись, что они не граждане Абхазии, но они живут с видом на жительство. То есть эти люди все равно общаются с теми же гражданами, то есть этот вирус не выбирает там, где какое гражданство, и речь идет о безопасности страны, хотя бы для жителей Гальского района привезти тот же Pfizer, завести, и чтобы они кололись. Если снабдить или разрешить снабдить жителей Гальского района, напомню, население больше 30 тысяч человек. Вот давай считать, 30 тысяч человек, сейчас не будем наивными, не провакцинируются, там еще секта неверующих, там вакцинацию их откинем, 50% пускай, 15 тысяч человек. Если ты разрешаешь вакцинировать их тем же легендарным уже Pfizer'ом, это же с общего числа необходимых доз вакцин, ты же как бы облегчил свой счет. Потому что мы их покупаем, давайте напомним друг другу. То есть на 15 тысяч доз нам уже легче стать. Хотя бы из такой логики, почему бы не разрешить. Решения порой просто нелогичные какие-то получаются. Даже в самой веселой компании интернет будет не лишним. Оплачивай интернет-провайдеров с помощью мобильного приложения Online24 от Амрабанк. Амрабанк. На шаг впереди. У меня такой вопрос, все-таки он достаточно считается в абхазском обществе щепетильным, это отношения с Грузией. То есть у нас всегда как бы грузинская тема по умолчанию, она в политическом как бы обсуждении, она практически не присутствует. То есть она присутствует в одних черно-белых тонах.
То есть нельзя общаться и можно о чем-то говорить. То есть, но больше мы слышим о том, что нельзя общаться. Хотя я знаю, что мы даже и чиновники, государственные служащие, их возят туда, и членов их семей, там, когда ситуация тяжелая. Я как бы не осуждаю их за это. Но, тем не менее, это вопрос такой какой-то закрытый. Это такая закрытая тема. Но и у нас как бы доктрина, что мы, в общем-то, общаться не будем. Но это общение же есть же между теми же медицинскими кругами. Когда, допустим, условно говоря, с Гудаутского госпиталя выезжает машина там, с больным, кто-то же там их встречает же, да. Сведено к минимуму. К минимуму. А как-то какую-то контактную линию вообще возможно провести? Хотя бы мы даже должны хотя бы знать количество наших граждан, которые там лечатся. И что там происходит с ними? Или это нас как-то не волнует? Почему у нас вот такой работы не проводится? У нас вообще, мне кажется, по отношению к Грузии такая психология пораженцев сложилась вместо психологии победителей. Да, мы должны их опасаться, но мы не должны их бояться, если сверху вниз идти. А что касается медицины, ну как ты не изворачивайся, но нет у нее, у болезней, у вирусов нет видов на жительство, нет гражданств. По-другому все это строится и живет. Конечно же, мы должны знать, это сейчас уже в нашу абхазскую сторону, к самому себе упрек делал. Я должен знать, где мои больные находятся, в какой клинике, кто их лечит и чем лечит. Это применимо и к Грузии, и к России, там, Турции, куда они ездят. Это надо знать, потому что эти данные по возвращению человека должны вернуться домой в общий информационный какой-то центр, касающийся здравоохранения. Там сейчас мы о мифологии говорим, как то, что должно быть. Да. По факту человек возвращается, привозит с собой какую-то бумажку на грузинском, которую он должен пойти перевести, принести ее к местному лечащему врачу, который будет его наблюдать дальше. Качество лечения падает. Что касается ковидной истории, санитарные врачи, вот просто санитарные врачи, они в условиях эпидемии фактически это первые скрипки. Территория России, Абхазии, Грузии, она должна отслеживаться, как-то обмен данными должен происходить, потому что активное перемещение большого количества людей, где эпидочаг, где он уменьшился, где он увеличил, где ожидаете вспышку. Эти вещи надо смотреть уже более глобально, с человеческой, общечеловеческой точки зрения, если хотим жить. Ковид очень отрезвляюще действует. Это еще неизвестно вообще, чем эта история закончится. Надеюсь, годик-два и все погаснет. Дальше же еще что-то произойдет. Уже надо подсознательно понимать, такого рода войны на нас с вирусами, они будут повторяться. То есть к этому надо быть готовым. И устаревший инструментарий, он уже никак критически просто не выдерживает никакой критики. Тем более в условиях маленькой, не самой богатой и развитой страны, методики надо обдумывать, надо действовать как-то неформально, потому что мы теряем население просто в ужасающем количестве. Астамур, вот мы все-таки затронули некий политический момент, который присутствует вот в такого рода контактах. Допустим, они у нас неофициальные всегда контакты, и мы даже боимся признать, что они у нас неофициальные. Способна ли, допустим, вот эта ситуация, а конца, в общем-то, пока не видно, да, вот это вот с этой пандемией, да, и когда это все закончится, мы не знаем, но как-то все-таки устаканить вот эти все наши отношения, да, хотя бы определить, чего мы хотим, коль наши люди ездят там в Грузию, там какой-то уровень информации там о том, как они болеют, как они переболели, вообще там да, тот же уровень смертности. Очень много людей, которые умирают у нас в клиниках грузинских, мы об этом тоже как бы не знаем. Мы можем, наверное, фиксировать, когда гробы сюда привозят, но как бы тоже не очень понятно, от чего люди умерли и так далее. Но как там политики наши могут как-то вот этот уровень, тот, который присутствует сейчас, где нет никакой информации, да, а на более какой-то серьезный, где обмен информацией присутствует на каком-то государственном уровне, на уровне Министерства здравоохранения Абхазии, Министерства здравоохранения Грузии. И я даже думаю, что у нас в реальности большого объема обмена информацией даже с Министерством здравоохранения России, мне кажется, нет.
Я не знаю, Алхас. Нет, сейчас совсем не будем упрощать. Конечно, есть достаточно широкие контакты по разным линиям. Это программы по выездному лечению дорогостоящим. Да, отдельная программа государство ведет. По закупу лекарств льготному отдельная программа идет. Программа по обеспечению наших граждан, теперь российских, живущих здесь, полисами медицинского страхования, это тоже огромное. Хорошо, вообще. нет, я вот тогда вернусь вот к этой грузинской теме. Насколько это вообще реально? Ну, слушайте, я же не обладаю всей полнотой информации. Нет, понятно, Политическую да. ситуацию могу сказать, что с 2008 года существует статус-кво, в рамках которого возобновление военных действий представляется крайне маловероятным. Потому что Россия дает Гарантии. полные гарантии безопасности Республики Абхазия. Это, я не думаю, что в Грузии сумасшедшие не понимают это. Это первое. Второе. Насчет прямых контактов после того, как был разрушен формат переговоров, в котором действовали две стороны в конфликте, проблематичны прямые контакты между министерствами, ведомствами Абхазии и Грузии. Маловероятно. Пока этот формат международно признанный, где две равноправные стороны в конфликте участвуют, переговорный формат, не будет каким-то образом реконструирован. Ну, даже безвыходных ситуаций, в принципе, мало бывает, чтобы ситуации были неразрешимы. У нас есть международное присутствие одних и тех же международных организаций в Абхазии и Грузии. Ну, в первую очередь, это, конечно, ООН. Ну и в данном случае это и ВОЗ. Я думаю, что если провести консультации, если этот объем информации необходим, для нашей системы здравоохранения необходим, я не знаю, насколько он необходим, я не разбираюсь в этом. Вот, но я думаю, что этот механизм достаточно просто создать с участием той же ООН. Я не вижу никаких существенных препятствий. И тут политическая ситуация, которая у нас сейчас есть, она как раз достаточно ровная, как я говорил. Существует статус-кво, в рамках которого есть определенный... Это политическая ситуация, ты имеешь в виду внешний политический? Да, имею в виду. Может быть, опаснее на самотек пускать эту, как сегодня это идет, по большому счету. Конечно. Опаснее на самотек пускать взаимоотношения по медицинской линии. Фактически их нет, а люди ездят и продолжают лечение. То есть в любом случае это требует какой-то организации, да? Любой процесс, Да. какой-то организм. Но сейчас это у нас все-таки на самотек так У нас сейчас постепенно. история является живым творчеством масс. Да, они сами как-то самоорганизуются, что-то делают. Вот. Нет, ну я, конечно, утрирую, какая-то роль государства есть, но она, к сожалению, почему-то снижается. Какие классные. Нашла идеальные туфли? Беру. Оплачивай покупку денежным переводом на карту. Амробанк. На шаг впереди. Я не мог бы и не затронуть один вопрос. Может быть, он напрямую пандемии не касается, но тем не менее оппозиция, там форум, одной из крыльев оппозиции, форум народного единства, он там сделал заявление. Я его вначале, честно говоря, я его даже и не читал, это заявление. То есть, потому что это уже глазарь бит от этих заявлений бесконечных. Но потом уже, когда поднялся скандал и выяснилось, что председателя и члена политсовета этой организации вызвали службу госбезопасности там, на беседы, на них там оказывалось некое давление, как говорят сами оппозиционеры. У меня вообще так и речь шла, и меня это заставило почитать как бы этот документ,
во-первых, понять. Да, я понял, что он такой стандартный документ, где, в общем-то, обычная такая критика, дежурная критика, которая присутствует и сейчас, и присутствовала еще 5 лет назад, когда тот же Аслан Джаниев был в оппозиции. В общем, терминология там как бы абсолютно не меняется, меняется название организации и так далее. Но сам факт, и там речь шла о той же пандемии, там и об энергетике. Вот почему так происходит? Вот я не знаю, там как бы для многих загадка была, как, ну, вроде бы у нас уровень свобод в этом плане хоть отбавляй, да, сейчас как бы последние годы, наверное, мы самая свободная в этом плане страна. Но почему так происходит? Вдруг там служба госбезопасности так решила показать себя. С чем это связано? Вот как, по-твоему, все это происходит? Это опять из той же области. Это же, я помню, в 2014 году тоже представители оппозиции вызывали в СГБ для беседы. Это же такие беседы, они сами по себе, ну, не в оперативном отношении ничего не дают. Потому что, ну, что там, они публично все сами говорят, что у них там выяснять новые какие обстоятельства можно выяснить. Правильно? В 2014 году то же самое было, потом то же самое. Но мы же видим, что этот механизм, он совершенно только раздражающий фактор играет. Он является раздражающим фактором, а никакой пользы для разрешения текущих проблем, как-то нормализации отношений между разными политическими силами, это ничего не дает. Только вызывает вот такую реакцию. Ну, слушай, ну, у нас, еще я много раз говорил, у нас остро стоят проблемы публичной политики. Вот. Публичная политика не в том смысле, что в Фейсбуке что хочешь написал. А надо какой-то упорядоченной публичной политики, что задается какой-то тренд. Вот мы, допустим, у нас проблема есть в энергетике, так? И связаны с ней экономические проблемы. Опиши их. Скажи, я вот так вижу решение этих проблем. Позови оппонентов. Пусть они свои аргументы выскажут. Для этого есть телевидение. Вот все посмотрят, сделают свои выводы. Какие. Ну, если ты убежден в своих аргументах, ты, наверное, сможешь их отстоять. Да. А потом власть, исходя из этого, она примет решение, может, непопулярное решение. Она скажет, вот мы не согласны, мы если так сделаем, как говорит оппозиция, то у нас света не будет. Или наоборот. Понимаешь? Но это какие-то планы должны обсуждаться. А не вот эта кухонная возня, которая в Фейсбуке идет, она у нас подменила публичную политику. Ну, так работает. Это же вообще, это аксиома. Так же, как и опубликование каких-то вещей, намерений, освещение это в СМИ, пресс-службы, для чего они существуют, эти все штаты. Если все будет делаться под линолеумом, то как это? Это все уже мы проходили. К чему это приводит, мы знаем. Зачем мы повторно это делаем? У меня вообще это, я не знаю ответа на этот вопрос. Зачем мы второй раз, третий раз делаем одно и то же? Может, мы и научились? Я немного все-таки отвлекусь от основной темы, которую мы сегодня обсуждаем, учитывая, что Алхаз депутат парламента, не только врач. И здесь вот продолжение этой темы, где оппозиция там критикует президента, там выражает свое несогласие с тем, что перепадные ГЭС будут передаваться там, каким-то частным инвесторам. В парламенте вообще как-то эта ситуация обсуждалась? Какие-то там администрация президента там приходила с этим документом, с этими планами и так далее. Потому что информации ноль. Единственная там информация, когда вот показывали там расширенное заседание Кабинета министров, куда пришел президент, и вот он говорил, что вот есть планы передать. Что-то, можешь ты как-то расширить эту информацию, которую, допустим, депутаты могут... Во время нашего отпуска, который сейчас заканчивается, поступил документ, касающийся энергетики другого рода. Это план вот, выведения отрасли из кризиса. Ну, это, на взгляд Кабмина, дорожная карта, согласованная по линии инвестпрограммы, сопредседателей вот этой комиссии межправительственной. Вот этот документ мы получили, он сейчас в стадии изучения, там изучать особо нечего, если честно. Собирались провести комитет
услышать теперь, это точно вот так пойдем, или это обсуждаемый документ. Ну, не случилось комитета, потому что, опять-таки, от ковида выбили игроки некоторые и отложили. Вот, ну, выйдем с отпуска уже, видимо. Что касается заседания в Кабмине с присутствием президента, по этой теме, по перепадной, мы документов не получали. Там президент тоже достаточно осторожно высказывался. Мы посмотрим, мы получим, мы изучим. Видимо, и нам дадут для изучения. Пока что можно предварительно сказать? Передача объектов, не надо быть здесь энергетиком, экономистом, врачом, просто голову, если включить, если есть возможность, она есть, вложить деньги в восстановление перепадных, и на 100% абхазское государство будет выгодополучателем, тогда вопрос, зачем отдавать это в аренду и получать в лучшем случае 51%. Ну, есть и такая возможность, понятно. 50% мы должны откинуть. Ну, логику вот просто объяснить хотелось бы, чтобы нам, вернее, объяснили. Здесь в данном случае мы как-то всегда не договариваем, о чем Астамур не говорил, нет общения. У нас сразу там подозрение тебя в свержении власти, стремление к свержению власти, или тебя сразу ярлык оппозиции или провластия, плевать на это на все. Это принадлежит твоим, моим детям в первую очередь, а потом уже властным, энергетикам и так далее. Это задел нашего государства на будущее. Даже каждый кирпичик на этой перепадной, кто бы что ни говорил и что бы нам ни рассказывали. Если есть возможность, а она есть, повторяю, ее надо обсуждать, какой-то части согласен в закрытом режиме, сейчас не могу даже так говорить. Если есть такой сценарий развития событий, да их уже 2 получается, то как минимум надо сесть и поговорить спокойно. А если мы не придем к решению единому, что тоже не является чем-то необычным, то можно обратиться к людям нашим. Решите тогда сами, граждане уважаемые, как мы будем решать эти вопросы. Попасть в кабалу, я не скрываю, так считаю, в кабалу от владельцев всех этих инвестиций с абхазским акцентом скажу, либо искать возможности как самостоятельное, пока еще, слава богу, государство и независимое, немножко покрылись пылью эти слова, искать возможности для восстановления и сохранения самой системы и сохранения и полного государственного контроля Республики Абхазии над ее энергообъектами. Весь прошедший год и, скорее всего, следующий год пройдут под грузом вот этих 2 главных проблем – ковида и энергетического кризиса. И сейчас к концу года, когда подойдет уже обсуждение, формирование, пока еще и последующее обсуждение и грядущее принятие бюджета, очень надеюсь, что мы спокойно, цивилизованно найдем вот некоторые решения, они отразятся и в проекте бюджета. И это очень важно, это прям предметно важно в количестве денег, которые мы выделим на их решение. Но я хочу все-таки, чтобы наше государство все-таки было лучше. И лучше была бы ситуация по борьбе с пандемией, и мы более безболезненно вылезли из ситуации там, с тем энергокризисом, в котором мы находимся. Мы на этом прощаемся. Сегодня на разговоре у Чегемской правды был депутат парламента Алхаз Джинджоля и наш эксперт Астамур Тани. Я Инал Хашик. Прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.